Талибан заявил о причастности к смерти губернатора провинции Балх граждан Таджикистана. Трое граждан Таджикистана пострадали в результате аварии под Саратовом. В Туркменистане намерены создать зоны временного размещения людей в случае землетрясения. В США произошла стрельба в школе, 6 погибших. Главное управление разведки движения «Талибан» утверждает, что к теракту, в результате которого 9 марта погиб губернатор афганской провинции Балха Мухаммад Дауд Музамил, причастны граждане Таджикистана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенном в понедельник на странице ведомства в Твиттер. В провинции Фарья была проведена операция, в результате которой были арестованы все члены группировки, причастных к нападению на губернатора провинции Балх. В ходе указанной операции было доказано, что члены группировки, граждане Таджикистана, и недавно были направлены в Афганистан для совершения указанного нападения, отмечается в сообщении. В сообщении отмечается, что в ходе операции были ликвидированы 3 боевиков, входящих в число руководства ИГИЛ-Хорасан. Талибы обнародовали их имена. Это Мавлави Зиовидин, второй человек в руководстве местной организации «Исламское государство», Абу Умар Африди, член совета ИГИЛ-Хорасан, и Устад Салман Таджикистони, специалист по обучению военному делу. Правдивость утверждения талибов невозможно проверить по другим источникам. Назначенный Талибаном губернатор афганской провинции Балх Мухаммад Дауд Музамил погиб в результате взрыва, устроенного в офисе администрации террористом-смертником. Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство. Местные СМИ со ссылкой на Управление безопасности Балха сообщили, что в теракте погибли также 2 мирных жителей, а ранения получили около 30 человек. 3 граждан Таджикистана и 1 гражданин Узбекистана пострадали в аварии утром 26 марта в Федоровском районе Саратовской области России. В 9:26 утра 26 марта на 390-м километре Азинской трассы 39-летний водитель не справился с управлением автомашины марки Хенди Солярис и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадали 4 иностранца. Это 3 граждан Таджикистана и гражданин Узбекистана. Об этом сообщает портал СарБК Новости. Портал со ссылкой на министра здравоохранения области Олега Косина сообщает, что состояние 24-летнего уроженца Таджикистана очень тяжелое. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 24-летний гражданин Таджикистана получил перелом основания черепа и находится в коме, а 22-летний уроженец Узбекистана – закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, сообщил Костин. Состояние еще 2 граждан Таджикистана, по данным Минздрава Саратовской области, им 41 год и 18 лет, удовлетворительное. Им назначено амбулаторное лечение. Власти Туркменистана решили создать в каждом регионе страны лагеря для размещения местного населения в случае землетрясений и других природных или техногенных катастроф. Об этом сообщают хроники Туркменистана. Под зоной временного размещения в каждом вилаяте планируется выделить площадь в 20 гектаров в 80 километрах от административного центра. Там установят палатки и резервуары для воды, создадут склады для хранения продовольствия, объем которого должно хватить на 15 дней, а также медикаментов, бинтов, средств гигиены и товаров первой необходимости. Поводом для создания зон временного размещения стали несколько чувствительных землетрясений, произошедших в последнее время в странах Центральной Азии, включая Туркменистан. Страх перед стихией усугублен из-за природной катастрофы, пережитой Турцией в начале февраля. Разрушительное землетрясение унесло жизни несколько десятков тысяч человек и нанесло стране ущерб в размере 80 миллиардов долларов. По меньшей мере 3 детей и 3 взрослых погибли в понедельник в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси, Нэшвилле. Нападавшей оказалась 28-летняя женщина-трансгендер. Она застрелена полицией. Как рассказали представители полиции, преступление было совершено в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку и убили стрелявшую. Она была вооружена 2 автоматами и пистолетом.
На пресс-конференции представитель полиции Дон Айрон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы 3 детей и 3 сотрудников школы. Всем 3 погибшим детям было по 9 лет, 2 взрослым по 61, одной 60. Один полицейский получил ранение. Через несколько часов после преступления полиция назвала имя стрелявшей. Это Одри Хейл, которая, по словам полицейских, идентифицировала себя как трансгендера. Относительно мотивов преступления полицейские сообщили, что нашли у стрелявшей некий манифест и имеют некоторые предположения, но точно назвать мотивы пока не могут.